Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Абу Билал, я прочитал твое сообщение, твой комментарий, и, как обещал, постараюсь на него ответить. Хотя я ранее отвечал на почти такие идентичные вопросы, но сейчас постараюсь сделать это более информативно, более подробно. И вот в твоем сообщении я выделил 3 основных вопроса, и это сообщение выложу в описании под этим видео. Так вот, первый вопрос. Как ты думаешь, гибель нашего президента Масхадова, Аллах азза ва джалля, это была его беспечность, или это недостойная охрана его была, или же это все-таки высокопрофессиональная работа спецслужб Российской Федерации? Во-первых, все слухи, все эти версии – это ложь со стороны российских спецслужб, их СМИ, они все им подконтрольны. Вот, это была ложь. Нет, здесь не было никаких проблем с охраной, или там с беспечностью, или там Масхадов не доверял своим людям. Вот. И все там было именно по-другому. И даже были такие версии, якобы это произошло не 6, не 7 числа, что это произошло не в том месте, что якобы он шел на переговоры, и там его убили. Ну, много версий, чтобы запутать как бы следы, скрыть правду. Вот. Чтобы как-то подойти к этому вопросу более подробно, я расскажу, что это было то время, когда он объявил перемирие, приостановив тем самым боевые действия в одностороннем порядке. И поэтому связь с внешним миром, с его представителями была очень важна и необходима. Поэтому то, что произошло, мы все знаем, это был риск во имя мира. Он рискнул ради нас, ради достижения мира на чеченской земле. И далее российские спецслужбы с помощью своих коллег получили в 2004 году, в конце 2004 года, специальную аппаратуру, которая определяет координаты телефонов. Тем более в то время в нашей республике их было мало, чтобы контролировать их, то есть было легче. И эта спецаппаратура была установлена в самых больших населенных пунктах нашей республики. В этом плане это был успех российских спецслужб с той стороны, что у них была такая возможность, такая аппаратура, и что они могли подключить к этой операции некоторых людей. Сейчас я просто не хотел бы называть, там есть подробности, есть информация. Вот. И чтобы подкорректировать, эти люди не чеченцы. Не чеченцы. Во-вторых, они хотели взять его живым. Это была их главная, основная цель. И этой цели они не добились. Им это не удалось сделать. А значит, это был провал той операции. Провал. И даже так, если вспомнить, такой случай произошел в этот день. Они штурмовали это здание, потом сделали подрыв фугаса, не осколочного фугаса. Вот, и после штурма этого здания они вынесли тело Мурдашева Вахида.
и думали, что это наш лидер Масхадов. Все врачи, которые с ними были, а с ними были врачи, они набросились на него и там уже радовались, что вот, мол, мы его взяли живым. А потом оказывается, что это не он. То есть Масхадова, уже убитого, они вынесли позже, последний. Вот. И второй вопрос. Поверь, у меня в голове не укладывается то, что сам наш президент не мог не знать, что самая главная цель в этой войне – это он. И в этом случае он ведь не имел права выходить на связь лично ни с кем. Это ведь вполне можно было сделать и через других лиц. Или же он не доверял своему окружению. Это второй вопрос. Да, еще раз повторюсь, это был риск ради мира и ради нас всех. Ему тогда вот удалось приостановить боевые действия, как я говорил, предъявить России, Путину мир и заявить это на весь мир, что вот мы хотим, требуем приостановления боевых действий. И ему удалось сделать почти невозможное, что почти невозможно, что даже, как называют, радикально настроенных лиц, ему как бы удалось подчинить этому приказу. И они подчинились, на самом деле. Ну, как, это не секрет. У нас, например, во время войны была группа, которая действовала от себя, и эту группу другие называли радикально настроенной частью движения сопротивления. Вот. То есть даже этим было показано, что эти так называемые радикалы тоже хотят мира на своей земле, и что эти радикалы, они стали радикалами из-за действия России на своей родной земле, когда начали убивать родных, близких, мирное население. То есть, когда вторглась российская армия и стала убивать мирных жителей Чеченской республики Ичкерия. Он не выходил на связь ни с кем лично. То есть эта версия тоже отпадает. И люди, которые были с ним рядом, доверенные люди, я их знаю лично, выходили из села и передавали сообщения, звонили. Но проблема была в том, что этот телефон, включенный, приносился к тому месту, где они, скажем так, жили, в этот дом. Вот в чем была проблема. И эти координаты были запеленгованы российскими спецслужбами. И еще раз повторю, что с ним рядом были доверенные люди, те люди, которых я очень хорошо знал, и насчет предательства там не может быть даже и речи. Эти люди даже не отходили от президента, от нашего лидера. Были с ним все время. И третий вопрос. Меня мучает этот вопрос. Человек с таким опытом, как мог попасться врагу, зная возможности врага, развей мою затученную мысль, или наш президент не отдавал себе отчет, что он должен страховаться не ради своей жизни, а ради народа своего, или же он все-таки не доверял свои распоряжения команды, телеграммы кому-нибудь. Ну, надо понимать, что это была война, и эта война шла с государством, которое в мире называют ядерной державой. На этой войне мы
остались с этим государством один на один, без какой-либо поддержки извне, каких-то групп или там стран, государств. Не было никакой поддержки. И это государство, которое своими хитрыми, подлыми методами развязывало войны против буквально всех своих соседей, многих соседей. И видит Аллах, его не предали те, которые были с ним рядом. Не чеченцы предали нашего лидера. И видит Всевышний, он отдал свою жизнь ради достижения мира на нашей земле. И, во-вторых, для меня, как для вас всех, это гордость своих героев, которые отдали свои жизни ради Всевышнего, были верны народу и идее. Все наши лидеры поочередно, один за другим, были убиты в войне против российских оккупантов. И этим мы гордимся. И, иншаллах, все наши лидеры, наши братья и сестры, которые погибли на этой войне, будут в раю, иншаллах. Аллах азу поблагодарится на